Друзья, день добрый! Продолжаем тему универсалов. Сегодня с нами Honda Freed Spike. Интересный минивэн. Интересный минивэн, построенный на базе Honda Fit. Да, не удивляйтесь, это база Honda Fit, хотя в принципе схожие черты на первый взгляд можно увидеть сразу, да. Это очевидно, видно, что это очень похожая машина. Это пятиместная версия, есть также Freed семиместная, но она называется не Spike, просто Honda Freed. Там, да, там сзади еще будет два места. Здесь таковых нет, но там есть огромное пространство. На самом деле, вот сейчас вам кажется, что эта машинка вроде бы небольшая. Ну да, у нее высокая крыша, это видно, но она вроде бы такая обычная. Я хочу вас заверить, ребят, в салоне овер много места, просто нереальное количество. Давайте мы, наверное, сразу заглянем в салон, потому что здесь, ну, помимо внешнего дизайна, здесь также присутствует и шикарный внутренний дизайн. И очень все эргономично, все очень удобно. Давайте мы присядем, я его уже завел. Присядем, посмотрим. Этот аппарат 2010 года у нас. Он 1,5-литровый. Бывает передний привод на пятиступичном автомате и бывает полный привод на вариаторе. Вариатор, к слову, экономнее. Дром заявляет, что это порядка 6 с лишним литров. На вариаторе, да, представляете, на автомате это порядка 7 литров на 100 км в час. Но это, конечно же, минимальный расход, и, естественно, он бывает и больше. Здесь, посмотрите сразу, черный потолок, это прям вообще топчик. Черный потолок, да, нет уже такой теплоты, световой теплоты, которая была, помните, Nissan La Festa, но здесь есть свой шик. Это уже машина такая более премиальная, уже можно сказать, что это начальный бизнес-класс для автобусов, ну, такой достаточно приятный. Здесь такой же стандартный фирменный хондовский руль, к сожалению, он без кнопочек. Сразу скажу, что здесь все достаточно просто, но присутствует очень много различных ниш. Ну, во-первых, начнем с тахометра. Он расположен прямо перед нами, прям удобно, он идеально читаемый, этот тахометр. Здесь вот такой вот отдельной вставочкой, как будто установлен бортовой компьютер. Ну, точнее, не бортовой компьютер, а магнитола, да, Пионер, кстати говоря, Каразерия, уже сразу с навигатором японским. Управление климата, селектор переключения передач, и вот здесь вот такие полочки, ниши, прям классные, удобные, реально сюда можно телефончик положить, идеально. Здесь можно кушать, ну вот так, если вы стоите на месте, да, в принципе, можно сюда поставить какие-то тарелки, да, еще сюда что-то разложить. Для путешествий эта машина идеально подходит. Для города перевозить какие-то грузы, вот для семьи это идеальная машина. Здесь также отсутствует перегородка, нету перегородки, то есть можно свободно ходить на второй ряд. Шикарный бардачок, ну, он такой... Не шикарный бардачок, маленький бардачок на самом деле. По сравнению с Nissan или Toyota здесь маловат бардачок. Honda это достаточно жестковатая, у нее сниженный центр тяжести, как и все в принципе подобные Honda делают, да. Очень легкий руль, хочу заметить. Низкий центр тяжести дает то, что машинка реально очень устойчивая. Расход у нее маленький и огромная вместительность. Вот так я бы хотел характеризовать эту машину. Ну и современный же, конечно, дизайн. Это тоже трудно не заметить, потому что различные линии, различные черты вот эти вот характерные Honda, они здесь прям сразу бросаются в глаза. Давайте заглянем на второй ряд. У нас, кстати, есть здесь одна электродверь, она открывается. Вот здесь есть кнопочка такая. Бывает версии с двумя электродверями, это с одной. Вот так раз, нажали и, в принципе, открыли. Если нужно, мы ее закрыли благополучно. Вот, что мы имеем на втором ряду? В втором ряду имеем большие пространства. Здесь очень много места для того, чтобы спокойно сесть. И, в принципе, что здесь мне не хватает сразу? Подлокотника. Хотел найти подлокотника, а его здесь нет. Я вам скажу, что эта машина, наверное, больше даже городская. Она, в принципе, подойдет реально, эта машина для бизнеса, для того, чтобы какой-то магазинчик небольшой снабжать. А сейчас я объясню, почему. Переместимся когда к багажнику, я все покажу.
Ну, вот такое пространство. Все просто достаточно, то есть ничего такого. Ручка, даже подсветки сзади нету, вот, над пассажирами, нету подлокотника, все просто. А вот давайте теперь вы посмотрите на панельку отдаленно. Узнаете, да? Типичные хондовские черты. Немножечко похоже на Одиссей чем-то похоже на Иллюзион и руль от Фита. Так можно все это соединить. Далее перемещаемся мы к багажнику. Прежде всего, вот так она выглядит сзади. Шильдик Spike. Здесь вот такая подсказка, знать, где нажимать кнопочку для открытия багажника. Открыли багажник. И что мы видим? Я, кстати говоря, первый раз сейчас Spike вижу в своей жизни. Ну, вот так вот вблизи, да, то есть, чтобы полазить, поснимать. Фрит до этого видел. Он был 7-местный, это 5-местный. И я прям, когда открыл багажник, честно, я не ожидал. Здесь такая площадка. Площадка сюда, опять же, без проблем залезет мотоцикл. Прям в легкую, потому что потолок здесь очень высокий. То есть, если сидеть на заднем ряду, на переднем у вас сантиметров 20-30 еще над головой точно остается. Очень высокий потолок. И реально они бы сюда закинули бы еще 3-й ряд. Ну, на обычном Фрит это есть. Здесь что хочу показать. Здесь вот такая вот изначально ниша. И вот эти вот досточки вот таким вот легким движением. Ну, не досточки, а эти вот, скажем, секции. Они вот так вот легко переворачиваются. А делается, сейчас я объясню это для чего. Для того, чтобы у вас был ровный пол. Начиная вот отсюда и заканчивая вот этими сиденьями, которые... Сейчас я вот так опущу. Оп. Оп. Смотрите, что мы получили. Огромнейший багажник с такой жесткой, с таким жестким полом, на который, в принципе, можно, ну, что угодно поставить. Что угодно загрузить. Пожалуйста, холодильники, товары, людей, матрас. То есть, да, матрас. Представляете, как можно удобно здесь вот разместить матрас, если вы где-то летом куда-то на кемпинг поехали. Ну, редко, да, ведь действительно редко встретишь пол, чтобы он был идеально ровным. Здесь есть вот такие вот полочки с двух сторон. Раз полочка, два полочка. Здесь еще ниша. Вот тут ниша. Тут у нас, кстати, есть такая подсветочка, которую можно крутить немножечко. Ну, не сильно, но можно. Такой светильник некий. И вот тут такая тоже полочка, ниша. 5 килограмм можно поставить. То есть здесь можно сидеть и кушать. Напиток поставить. Ну, достаточно так все удобно. Ну, жалко, конечно, что это не трансформируется еще в 3-й ряд. Было бы вообще супер. Было бы очень супер. Вот. Давайте заглянем отсюда, из салона. То есть, ну, вот так у нас все это выглядит. Хочу, чтобы вы оценили пространство. Его действительно очень много. Отсек багажника очень большой. То есть сюда, ну, наверное, 1,5 метра, наверное, где-то, если грубо сказать, 1,5 на 1,5 примерно этот отсек даже может быть. Ну, плюс-минус, да, вот такой он высокий. Сиденья вот так, оп, поднимаются, если нужно. Такими достаточно легкими движениями, ничего сложного совершенно. К сожалению, они не ездят вперед-назад, но это здесь, наверное, не надо, они просто складываются. Вот. Здесь у нас сиденье переднее, оно также, естественно, двигается, то есть, если нужно, мы можем его подвинуть, освободить пространство. Здесь очень много места. Ну, машина овер, много места, конечно же, в себе имеет. Вот. Мы не заглядывали под капот. Давайте посмотрим туда. Что хочу сказать еще по техническим характеристикам, да? Машина, она в себе включает большинство хондовских достижений. У нее есть и система стабилизации, курсовой устойчивости, естественно, ABS, то есть все современные фишечки, которые нужны для комфортного и безопасного управления в автомобиле, они все присутствуют, как вы понимаете, в этом автомобиле, естественно. В принципе, на этом выпуск я заканчиваю. Автомобиль мне лично очень понравился. Приятный, маленький снаружи, что дает ему преимущество, да, в городе где-то по каким-то пробкам подтолкаться. Но в то же время он
и большой внутри. Мне это очень льстит. То есть для семьи, для каких-то перевозок машинка идеальная. Ну что, ребят, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будем смотреть следующие автомобили. Слава богу, у нас тут еще есть что поснимать. Еще достаточно много машин. Это еще не все. Это еще не все.